Еще 2 года назад появление Дома культуры в сельском поселении Ашты было далеким будущим, но уже сегодня он одним своим видом радует глаз сельчан. Небольшой, но вместительный распахнул двери для почетных гостей. При полном параде национальным хлебом и солью здесь встречают полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова. После теплой встречи и традиционной дегустации чаплигаш гости перешли к главной части сегодняшнего мероприятия – торжественной церемонии открытия нового социального объекта. Занавес открыт, а вместе с ними культурный объект, где отныне будут проходить все самые массовые мероприятия села. Первым слово взял полномоченный представитель президента России в СКФО Александр Матовников. Обращаясь к сельчанам, полпред выразил уверенность в том, что в новом Доме культуры и сотрудникам и участникам художественной самодеятельности будет комфортно работать и заниматься творчеством. За прошедший год, 2018, в Ингушетии построено 8 домов культуры. Янузбек Бамбегевич потом скажет, но в этом году уже это второй Дом культуры, еще 6. В 2019 году будет построено в Ингушетии. А в 2020 году фактически перекроются все потребности, потому что в каждом населенном пункте Ингушетии будет вот такого типа Дом культуры. Это очень здорово. Мы стремимся к тому, чтобы это происходило. И я хочу вам пожелать, чтобы вот это место было местом радости, местом такого национальной гордости, чтобы наши дети здесь учились танцевать и петь, занимались всеми такими приятными делами в свободное время. И, наверное, чтобы вот именно этот знак мирного процесса, мирного периода жизни Кавказа, он как можно был наращивался все больше и больше. К концу 2020 года завершим в республике. Каждый населенный пункт будет обеспечен вот таким прекрасным храмом культуры. Помимо этого, в рамках поручения президента планируется, и в рамках нацпроектов планируется строительство 4 центров культурного развития, типа в Магасе даже получше. Это и в Карабулаке, и в Сунже, в Малгобеке, и в Назране. Вот это как раз тот проект культуры. Ну и помимо этого, стратегические объекты культуры, как мы говорили, это Центральный дворец культуры, это Национальная библиотека, Национальный музей, Русский драмтеатр, то есть 6 объектов таких. Это прямое поручение президента, и мы, конечно, видим контроль полномочного представителя, его командой над этими проектами. Уверен, что все объекты, все эти проекты мы с вами реализуем. Остается только жителям нарастить здесь потенциал, показывать здесь и художественные фильмы, и мультики. Ознаменовали открытие культурного центра театрализованной постановкой, которую сыграли соседние творческие коллективы с надеждой на то, что очень скоро в Доме культуры появится свой драм-кружок, чтобы уже самим выезжать с ответными визитами. Благополучием и изобилием вам в новом доме. И пусть достаток приумножается каждым днем. Концертный зал, рассчитанный на 200 человек, художественный класс, большая библиотека, в которой можно найти все от русской классики до современного детектива, музыкальный салон, выставочный зал, где представлены различные поделки и, конечно, мастерская декоративно-прикладного искусства. Возможности Дома культуры теперь доступны всем, кому интересна творческая деятельность. Новый соцобъект построен в рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и является первым культурным центром в селе. Поэтому нетрудно представить, насколько важным он оказался для жителей. Теперь у взрослых появилось место, где они смогут проводить свои сходы граждан или другие встречи для обсуждения важных вопросов. Ну а дети, несомненно, будут развивать здесь свои таланты. Десятилетний Асламбек старательно водит карандашом по полотну. Пока изобразить леопарда без подсказок преподавателя не получается, но это только начало его творческого пути. Едва в культурном центре объявили первый набор, художественный класс, он не раздумывая записался. Я буду туда каждый день ходить, чтобы учиться рисовать, танцевать и посмотреть их спектакли. Мне здесь очень нравится. Я буду ходить в танцевальном кружке, бисероплетение и другие.
Пение, танцы, рукоделие. Теперь у ребят появилась возможность развивать свои умения. Кружковые цеха в дальнейшем обновятся. В общем, будут созданы все условия для проведения досуга и получения знаний. Если дети еще не особо осознают всю значимость объекта, то старшее поколение знает, насколько сильно они в нем нуждались. Старое здание, построено при советской власти, оно было разрушено, пришло в негодность в связи с определенными обстоятельствами, скажем так. Мы обходились, вот не было его и не было, ждали, вот сегодня подарок получили. Я надеюсь, будут здесь развивающие кружки, что будут креативные люди работать у нас в Доме культуры. И желаем успеха и удачи. Сейчас они имеют возможность ничуть не хуже, чем на Назране или Магасе, и своих детей обучать, и развиваться, и принимать у себя гостей, и принимать у себя профессиональные коллективы. То есть здесь сейчас в культурном аспекте закипает полноценная, красивая, нормальная человеческая жизнь. За последние 3 года количество возведенных досуговых центров увеличилось вдвое. За этот период в новых домах культуры проведено около 500 мероприятий и обслужено более 36 тысяч зрителей. Сегодня к ним прибавилось еще 200, которые надеются, что талантливые и творческие коллективы Дома культуры Аршты займут свое место в сохранении и популяризации национальной культуры и искусства нашего народа. Шарадат Хулхоева, Магомед Даскиев, Новости 24.